шанс, так как этого зависит моя судьба и судьба моего ребенка. Я обещаю вести здоровый образ жизни, исполнять все свои обязанности. Заседание апелляционной коллегии Верховного суда Коми проходило, как обычно, в режиме видеоконференц-связи. Осужденная Кристина Доброходова и ее адвокат свои доводы приводили из следственного изолятора. 24-летняя ухтинка стала героиней резонансной истории в июле прошлого года. С возрастным приятелем она распивала спиртное в машине во дворе жилого дома. Роковая ссора вспыхнула внезапно. Наша обвиняемая ему начала высказывать идею о том, что она хочет, получается, съездить к подругам. Он ее пытался остановить, мотивируя тем, что находишься в состоянии алкогольного опьянения, могут задержать сотрудники и, соответственно, лишить прав. Она, соответственно, с целью его позлить попыталась, как она говорит, осуществить движение на автомобиле. Он встал перед этим автомобилем, а она, соответственно, на него наезд совершила. Какое-то время мужчина удерживался на капоте иномарки, затем упал на асфальт и дальше под днище машины. Орущего от боли приятеля она протащила по двору на глазах местных жителей. Смотри, что с ним. Саша. Скорую? А ты что, ты не видела его, что ли? Саша. Вызови скорую, быстро, скорую. Скажи, наехали на пешехода, наехали. Сейчас вызову. Прям срочно вызывай, срочно. Убегай, Крис, убегай. А что, куда убегать-то? У него ноги сломаны, стой. Все. Ноги сломаны. Мне больно, пожалуйста, поднимите машину. А как ты залез-то? МЧС надо вызывать. Саша. Вызывайте, срочно, ГАИ. Саша. С переломами ног и грудной клетки, ссадинами и травматическим шоком потерпевшего доставили в больницу. Поскольку Кристина Доброходова отказалась проходить тест на алкоголь, ее поместили в спецприемник. По факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений Следственный комитет возбудил уголовное дело. Фигурантка оправдывалась, дескать, приятеля просто не заметила. Помехи во время движения списала на дорожные ямы. Мол, не подозревала, что под днищем тащит человека. Затем ухтинка признала, что слышала крики, но заявила, что наехала на мужчину случайно. Доказательств того, что Доброходова совершила преступление умышленно, с прямым условом либо с косвенным, таких доказательств довода не было. В опровержении данных доводов суда были оглашены в судебном заседании показания потерпевшего и показания подсудимой, которые противоречат выводам суда. Они оба говорили о том, что данное действие произошло неумышленно. Гособвинение убедило суд, что, несмотря на эти показания, Доброходова умышленно причинила травмы приятелю. Тот факт, что потерпевший находился на капоте непосредственно перед осужденной как водителем при движении автомобиля, опровергает утверждение последнее о том, что она не видела потерпевшего, когда начала движение автомобиля. Изменение показаний потерпевшего в суде с учетом сложившихся отношений между потерпевшим и осужденной связаны с желанием потерпевшего помочь осужденной избежать уголовной ответственности. Потерпевший, который пришел в Верховный суд Коми на костылях, свою обидчицу пытался даже защищать. Поддержал апелляционную жалобу и просил не лишать ее свободы. Размер морального вреда должен измениться. От квалификации зависит моральный. То есть вы поддерживаете жалобу. Мы последствия разъяснили, ваше мнение услышали. Жалобу поддерживаете, все понятно. Ухтинский суд за ненадлежащее поведение обвиняемой и неявку в ходе процесса заменил меру пресечения и поместил под стражу. Судьбой дочки, которую Кристина растит одна, занялись органы опеки. Сейчас девочка живет у дальней родственницы и ждет маму. Я признаю свою вину, но я действительно не желала для потерпевшего вреда здоровью. И как изначально говорила, я не видела потерпевшего. Я сожалею о содеянном, что так получилось. Так как я имею дочь, я являюсь единственным родителем. Я не лишена в правах, я не ограничена. Сейчас на данный момент дочка находится у двоюродной бабушки. Бабушка мне говорит, что дочка постоянно плачет, скучает, хочет домой. Несмотря на просьбы Доброходовой выпустить ее на свободу или хотя бы дать отсрочку, Ухтинский суд приговорил молодую женщину к 3 годам колонии общего режима. На 2 года запретил управлять транспортными средствами, конфисковал иномарку, обязал выплатить потерпевшему 1,5 миллиона рублей. Верховный суд Коми с этой позицией полностью согласился.